свадьба – это один из главных праздников в жизни каждого человека. А если мы говорим о крымско-татарской свадьбе, то это красиво, атмосферно и аутентично. Студия «Караденис Продакшн» не стоит на месте. В начале года мы представили второй сезон комедийного сериала «Шаматало Куранта». Затем документальный фильм «Переводчик» об Исмаиле Гаспринском. И сегодня снова премьера. Это проект «Крымско-татарские свадебные обряды». По традиции, презентация нового проекта студии «Караденис Продакшн» состоялась в банкетном салоне Ешеляда в крымской столице, где организаторы постарались воссоздать некоторые элементы крымско-татарской свадьбы. Крымско-татарские свадебные обряды – это семисерийный документальный фильм, рассказывающий об основных этапах события, начиная от знакомства молодых людей и заканчивая, собственно, свадьбой. Над этим проектом команда «Караденис Продакшн» работала 3 месяца. Сценарий фильма написала известный журналист Лиля Буджурова. Лилия Ханум Буджурова, которая является сценаристом этого документального фильма, она просто перелопатила огромное количество научных источников, диссертаций, статей научных, книг для того, чтобы написать вот такой сценарий и его перевоплотить в такую форму, чтобы это было очень познавательно, очень интересно. Мы показали этот обряд таким, каким он на самом деле был. Ведь там раскрывается наша вся богатая культура, да, там очень можно много понять по тонкости взаимоотношений в семье там, и между родственниками. И, конечно, вообще понять, какая была вот философия создания семьи у крымских татар. В каждом регионе, чуть ли не в каждом селе, был какой-то еще свой особый свадебный обряд. Конечно, мы не могли охватить необъятное, поэтому мы сделали такой собирательный образ крымско-татарских свадебных обрядов. То есть мы выбрали самое традиционное, то, что было у всех, но с добавлением некоторых экзотических моментов, которые, я думаю, некоторых зрителей, незнакомых с этими обрядами, могут даже удивить. Несмотря на то, что фильм документальный, создатели старательно проработали художественную часть, привлекли актеров, воссоздали атмосферу Крыма 18-19 веков, подобрали образы и костюмы, соответствующие эпохе. Над ними работали художник-постановщик Абдульвахаб Сидхалилов и художник по костюмам Халида Челенгирова. А основная миссия, как всегда, была возложена на главного режиссера Дилявера Дваджиева. С каждым годом становится довольно-таки сложнее и сложнее снимать исторические проекты, ведь Крым теряет свой довоенный облик. Но мы при помощи этнографов, художников, реквизиторов собираем это все воедино и пытаемся, и не останавливаемся, снимаем такие проекты. Я вместе со съемочной командой погрузились вот в ту атмосферу настоящего крымско-татарского Крыма. Мы будто побывали на настоящей крымско-татарской свадьбе 200 лет назад. На самом деле большинство наших традиций, они забыты, но одно радует, что они возрождаются благодаря таким проектам. Мы на своей свадьбе постарались придерживаться традиций. Мы собрали вместе с моим мужем Абдульвахабом Сидхалиловым тухозлых. Старинные предметы быта для съемок проекта представили как известные коллекционеры, так и те, кому удалось сохранить свои семейные реликвии. Съемки проходили в самых атмосферных местах Крыма – этнокомплексах Ренарта Саранаева в Куклузе, а также в Дервиш-Эво в Бахчисарае. Каждая последующая работа, вот, которую мы смотрим, да, она лучше и лучше становится. То есть люди растут. И быть причастным к этому, я просто рад. Мы же это не знаем. Люди проделали огромную работу и нам рассказали, как это было. Поэтому нравится мне, не нравится труд? Конечно, нравится. Мы узнали много нового. Я отметил то, что многое не знаю в наших традициях. По местям, но наполнение оказалось для меня очень интересным и очень познавательным. Серьезно, я буду изучать глубже традицию. У меня сын подрастает, уже практически вот-вот перешагнет рубеж, и это в пользу. Работу крымско-татарские свадебные обряды по достоинству оценили гости мероприятия. Видно, что авторы сценария, они знакомились со всеми возможными источниками. Это очень важно для того, чтобы сделать эту реконструкцию. И она сделана качественно, потому что
я вижу очень большую работу с костюмами, с актерами, с каким-то реквизитом. Filmni beğenmemek olmaz çünkü film esas bizim yaşayışımız. En çok geçirilgen bizim adet olarak toylarımız. Ve elbet bugünkü toylar çok uzak gitti. Biraz başka taraftan. Ama şimdi görgen toy bu gerçek, bu hakikat, bu temizlik ve elbet onun ne kadar ciddi tarafını gördük biz bugün. Aynı zamanda bizim eski unutulgan kıyafetlerimiz, müzikamız, ya şu interyerini alsak ve esas olarak halkımız için bu da bir adım oldu. По одной из главных свадебных традиций праздник завершился коллективным танцем дружбы и единения «Хоран». Проект «Крымско-татарские свадебные обряды» раскрывает наилучшие традиции народа, в которых царили скромность, целомудрие и деликатность. Это философия жизни и внутрисемейных взаимоотношений, которые переданы нам предками.